Вы смотрите новости на канале Якутия-24, в студии Иван Лазаренко, и вот главные темы выпуска. Часто от профессионализма и ответственного подхода к своему делу у этих людей зависят человеческие жизни. Сегодня во всем мире отмечается День анестезиолога-реаниматолога. В Алекминском районе состоялись публичные слушания на тему газификации ряда населенных пунктов района. Снег только выпал, а почти весь состав мужской сборной России по биатлону уже на тренировке в Алдане. Эпидемиологическая ситуация на территории Якутии по-прежнему остается непростой. Исходя из этого, перед республиканским оперштабом поставлены новые задачи, связанные с увеличением коечного фонда для лечения средних и тяжелых больных. Серьезная работа также будет проведена в части оптимизации внутренней маршрутизации анализов. Продолжится работа и по мониторингу цен и наличия лекарственных препаратов в аптеках и медицинских организациях по всей республике. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Глава региона поставил задачу по сокращению сроков предоставления результатов анализов на ПЦР. Необходимо, чтобы люди получали результаты анализов в течение 3-4 дней, а не ждали по 7-10 дней, как иногда бывает, подчеркнул он. 133 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Якутии за минувшие сутки. Из них Якутск 85, Жиганский район 9, Сунтарский 7, Таттинский, Усть-Алданский по 5, Алданский, Нерюнгринский по 4 заболевших. Отдельные случаи наблюдаются в других районах. Также зафиксирован один летальный исход от COVID-19. 16 октября во всем мире отмечается День анестезиолога-реаниматолога. Часто от профессионализма и ответственного подхода к своему делу этих людей зависят человеческие жизни. А в период пандемии, когда лечебные учреждения заполнены пациентами с коронавирусом, реаниматологи выходят на передний край борьбы с распространением вируса и помощи пациентам. Сегодня в республиканской больнице номер 2 трудятся 54 анестезиолога, и в помощь им призваны новейшие разработки медицинского оборудования. Подробнее о врачах, анестезиологах, реаниматологах и медицинских аппаратах, которые спасают жизни, в нашем следующем сюжете. Когда жизнь пациента висит буквально на волоске, а счет идет на минуты и секунды, очень многое зависит от анестезиологов и реаниматологов. Решительность в действиях и скорость в принятии решений этих специалистов спасли тысячи и тысячи жизней. Когда мы работаем, проводим реанимацию, первые секунды, минуты уже у нас должен быть результат какой-то. Вот этим отличается. Поэтому в анестезиологии, в реаниматологии идут особые люди, скажем. И если они эту профессию выбрали, то они остаются на всю жизнь. Сегодня в республиканской больнице номер 2 работают 54 врача-анестезиолога-реаниматолога. Кардиореанимация, общая реанимация, реанимация для больных с общим нарушением мозгового кровообращения, реанимация с термическими травмами. А в период пандемии дополнительные койки реанимации открыли и в инфекционном отделении. В трудные времена в работе врачей очень помогают технические новинки. Для больных с тяжелыми поражениями легких в больнице используется аппарат «Искусственные легкие». Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации используется в случаях тяжелого поражения легких, тогда, когда обычным, так сказать, классическим способом доставить кислород в органы и ткани посредством ИВЛ аппаратов или дыхания человека невозможно. По сути, это аппарат, который заменяет легкие. Он обогащает кровь кислородом. И в тяжелых поражениях, особенно в условиях пандемии, которая у нас сейчас есть, в тяжелых поражениях легких, при тяжелых пневмониях, он у нас используется. В данное время, на сегодня у нас имеется одна пациентка, которая находится уже в течение 7 дней на данном аппарате. И в свой профессиональный праздник врачи, анестезиологи, реаниматологи находятся на работе, спасая жизни пациентам. И именно им, как никому другому, хочется пожелать поменьше работы и крепкого здоровья. 14 и 15 октября по республике проведено 335 выездных рейдов. Составлен 31 протокол об административном правонарушении. Об этом на брифинге оперативного штаба сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Якутии Михаил Никифоров. Органами Роспотребнадзора выдано 32 предостережений и 30 предписаний по устранению эпидемиологической ситуации. Составлено всего 48 актов административного осмотра, 31
31 протокол об административном правонарушении. По итогам проверочных мероприятий 104 административных дел направлены на суд. На сегодняшний день 40 дел рассмотрено уже в суде. Проведено 88 профилактических бесед. В том числе хотел бы отметить, административной комиссией сводной группы оперштаба города Якутска совместно с Министерством предпринимательства проведено всего 68 выездных проверок. Из них в 52 объектах торговли, 14 объектов общепита, 2 объекта бытовых услуг. Составлено 15 актов комиссионного осмотра, всего 19 протоколов административных правонарушений. В эти дни в Алекминском районе состоялись публичные слушания. Тема актуальная – рассмотрение и утверждение проекта планировки территории и проект межевания территорий для линейного объекта уличные газовые сети в городе Алекминске, а также планировка территорий населенных пунктов нефтебазы, Селиваново и авиапорт. В связи с нынешними условиями большого количества народа не собралось. Общение с представителями заинтересованных компаний и проектировщиками проходило в режиме онлайн через платформу Zoom. Со стороны города Алекминск присутствовали заместитель главы города и земельный отдел. Проектировщики предоставили проект планировки и проект межевания территории города Алекминска. То есть там показали на карте, где и как пройдут сети. По частному сектору, по квартирным домам и как будут между собой соединены наши котельные. Слушания состоялись, были заданы ряд вопросов. Проектировщики бодро на них ответили, и, в принципе, в итоге встречи проект планировки и проект межевания был принят. С 1 января 2019 года оплата за вывоз твердых бытовых отходов является обязательным коммунальным платежом как для жильцов многоквартирных домов, так и для владельцев частного сектора. Как обстоят дела с ситуацией в поселке Усть-Мая, расскажут мои коллеги. Полигон твердых и жидких коммунальных бытовых отходов районного центра поселка Усть-Мая эксплуатируется уже 50 лет. Причем расположение его вызывает много сомнений и споров. Дело в том, что свалка находится в начале поселка, и, возможно, нечистоты попадают в реку Алдан, а водозабор располагается в середине поселения. А это значит, что полвека усть-майцы пьют и пользуются водой не самого хорошего качества. На данный момент это единственная свалка. Сейчас у администрации района ведутся работы по документации по новому полигону твердых коммунальных отходов. Но вы сами знаете, это делается все очень не быстро. Так что на данный момент это единственный у нас полигон ТКО на 2 населенных пункта. Это поселок Усть-Май и село Петропавловск. Администрация муниципального района давно проводит работы по открытию новой свалки, которая будет располагаться в конце поселка. Но пока МУП ЖКХ, занимающийся вывозом коммунальных отходов, вынуждены использовать старый полигон. У нас содержание полигона – это дорога, которую мы содержим до полигона. И само содержание полигона, где мы нанимаем трактор, чтобы расчистить эту всю площадку, приготовить для слива и для твердых коммунальных отходов. А площадь полигона немалая – около 42 тысяч квадратных метров. Чтобы его содержать, требуются большие средства. Если жильцы многоквартирных домов оплачивают утилизацию твердых бытовых отходов, то владельцы частных домов не платят за вывоз мусора. Множество людей говорит, что они сами вывозят на свалку. Свалку ее тоже нужно содержать, чистить. Этим у нас занимается МУП ЖКХ. И за это тоже надо оплачивать, если даже вы сами вывозите на свалку. Хотя на территории поселка Усть-Мая установлено 25 мусорных точек, и население частных домов выбрасывает свой мусор на эти точки, но производить оплату за это они не считают нужным. 80% частного сектора не производят оплату за вывоз твердых бытовых отходов. Перед МУП ЖКХ у них сегодня задолженность 2 миллиона рублей. Поэтому МУП ЖКХ не может содержать в надлежащем состоянии свалку, и у нас с этим очень большие проблемы. Домовладельцы сами вывозят мусор на свалку. МУП ЖКХ, в свою очередь, установили шлагбаум на полигон и пропускают тех, кто заключил договор с ними на обслуживание. А частники демонстративно вываливают мусор перед въездом. Юрий Таюрский, поселок Усть-Мая. Густой снег, продолжающийся уже 4-й день, создает проблему автомобилистам. В связи с этим в Амге начались работы по уборке улиц от снега. За 3 дня в Амге выпало около 30 сантиметров снега. Содержанием дорог амгинского наслега 3-й год занимается индивидуальный предприниматель Николай Алексеев.
В его обязанности входит ямочный ремонт в летнее время и уборка снега в зимнее. В эти дни на уборку улиц вышли 5 единиц техники, 3 КАМАЗа, самосвала, погрузчик и 1 грейдер. В течение зимы уборка происходит 3-4 раза в день, смотря от количества осадков. В этом году 2,5 миллиона на содержание дорог предусмотрено администрацией Муангинский наследник. Этот аукцион выиграл индивидуальный предприниматель Алексеев Николай Николаевич. И поэтому он начал работу по снегоуборке. Центральные улицы, особенно бетонированные улицы, он снег чистит и все вывозит на полигон. А остальные грунтовые дороги только грейдирует. Почти весь состав мужской сборной России по биатлону, которую возглавляет старший тренер Юрий Каминский, тренируется в Алдане на первом снегу. Тренировки проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер и рекомендаций Роспотребнадзора. Со стороны за сборной наблюдал Руслан Павлов. С перерывом почти в 5 лет мужская сборная России по биатлону вновь тренируется в Алдане. В числе спортсменов призер Олимпийских игр Евгений Гараничев, чемпион мира Антон Бабиков. Встретили команду, как всегда, тепло и радушно, говорит старший тренер Юрий Каминский. Единственная проблема – акклиматизация. Временная акклиматизация – это главная сложность и длительный перелет. Это, естественно, затрудняет акклиматизацию все. Сейчас уже 4-й день, сегодня уже нормально. К самим спортсменам не подобраться. Территория лыжно-биатлонного комплекса закрыта для посторонних, а коллектив обслуживающего персонала переведен в автономный режим. Тренировки проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций Роспотребнадзора. Но ограничения только способствуют тренировочному процессу. Ничто не отвлекает от хороших заснеженных трасс в октябре. На сегодня, допустим, в Тюмени сейчас стоит сильный плюс. Места, где снег, там они должны выкладывать трассу из заготовленного с прошлого года снега. Думаю, что у них сейчас будут затруднения. По крайней мере, тренироваться по мокрому снегу это не очень хорошо. И такая же ситуация в Ханты-Мансийске сейчас. 2 места, где у нас где могут снег сделать ранний. Биатлонисты пробудут в Алдане до начала ноября, а на днях ожидается прибытие первой партии спортсменов из сборной России по лыжным гонкам, которые также обкатают алданский снег. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. К этому часу пока все новости. Берегите себя и обязательно соблюдайте масочный режим.